1 января ваша партия обратилась к главе Южной Осетии с просьбой о проведении референдума. Вот. Мы бы хотели узнать, что именно сподвигло вас на идею проведения этого референдума. Во-первых, давайте, раз уже затронули дату 1 января, то поздравим всех с Новым годом, с Рождеством. Это, конечно, праздники для нас очень важные. И уже переходя к вашему вопросу, конечно же, почему 1 января? Потому что все-таки в этом году у нас в Южной Осетии проходят парламентские выборы, вы знаете. А то, что именно сейчас, ну, во-первых, я думаю, что, и мы это обозначили, я думаю, что все-таки проведение референдума с проведением парламентских выборов, оно в принципе будет экономически целесообразно. В принципе, эта идея объединения двух Осетий в составе Российской Федерации, в принципе, у нас это стоит в нашей программе партии, в программе «Максимум». Это не подразумевает себя под собой, что мы вот через 2, 3 или 4 месяца уже будем в составе России. То есть я все-таки считаю, и члены Центрального комитета нашей партии считают так, что в любом случае те шаги, которые необходимы для достижения вот целей и задач, которые у нас есть в партии, для этого надо заниматься и двигаться. То есть самое главное – это желание народа. Да? Вот мы всегда говорим об этом. Как хочет жить народ. Как Северной Осетии, так и Южной Осетии. Народ, проживающий по обе стороны хребта, но в принципе и желание, конечно же, в первую очередь исходить должно от нас, потому что мы говорим об этом, мы хотим этого. Осетинский народ хочет этого. И поэтому в первую очередь очень важно мнение самого народа. Как они видят свое будущее, как они видят свою жизнь дальнейшую. И в этом плане, конечно же, вот это вот то, что мы предложили, не проведение референдума, это именно узнать мнение народа Южной Осетии. Мы прекрасно понимаем, что точно такой же референдум в принципе должен произойти и в Российской Федерации. Но опять-таки, если не будет шагов, если не будет вот тех поступательных шагов в эту сторону, то, конечно, просто думать, хотеть внутри себя, как бы, да, вот я хочу, чтобы вот Осетия объединилась. Хотеть просто этого, конечно, всегда бывает мало. Надо предпринимать какие-то конкретные шаги, выходить с конкретными идеями и уже развивать вот эти идеи, добиваться того результата, который нам необходим. Конечно, точно такая же работа должна вестись и в Северной Осетии, без сомнения, и еще тяжелее, труднее, и, что самое главное, важнее, это уже работа в самой Российской Федерации. То есть в качестве шагов вот, от России по проведению референдума в Южной Осетии вы как бы рассчитываете на проведение референдума именно в России тоже? Ну, не завтра, не послезавтра, конечно. Опять-таки, это на самом деле это титанический труд. Это, конечно, одна партия, допустим, наша партия «Единая Осетия», если этим будет заниматься, и все вокруг, допустим, будут против, тогда, конечно, смысла нет. Но для этого и общественность должна заниматься, для этого и общественно-политические силы должны заниматься, в принципе, все гражданское общество, в том числе и политические партии. Не только наша партия, но и все политические партии, в том числе и те политические партии, которые, допустим, представлены в Государственной Думе. То есть мы понимаем, что сама важность вот этого процесса, это все понимают. Но уже конкретно, когда доходит до конкретных шагов, тогда уже как бы осматриваемся. Правильно ли мы делаем, неправильно делаем, надо нам это, не надо нам этого делать. Но в любом случае те шаги, которые должны предприниматься, они должны предприниматься, и мы это делаем. А на данный момент есть какие-то договоренности с Россией? Ситуация в чем? Российская Федерация, конечно же, там есть силы, которые хотят этого, и есть силы, которые не хотят этого. В любом случае мы должны понимать, что Осетия и осетины на сегодняшний день разделенный народ. И в политических кругах, конечно, это все понимают, в принципе понимают. И вы знаете, что в свое время и президент Путин говорил об этом на Селигере, что в любом случае это желание самого народа. Об этом говорил и глава Северной Осетии, Алании, об этом говорил и президент Южной Осетии. То есть понимание того, что
воссоединение, даже не присоединение какое-то, да, вот, а воссоединение. Воссоединение, потому что практически мы знаем, что Южная Осетия, Южная Осетия, Северная Осетия, они практически не разъединялись. То есть, как они вошли в состав Российской империи в 1774 году, в принципе, оно так и есть. То есть, никаких документов там, или правовых каких-то актов нету, где говорится о том, что вот Осетия должна, вернее, народ в Южной Осетии проголосовал за то, что вот мы хотим жить там, в составе Грузинской ССР тогда, да, а Северная Осетия остается в Российской Федерации. Вот такого нормативно-правового акта нету, не существует. То есть практически получается, что это не присоединение какой-то территории, говорят нам и про аннексию, там, про оккупацию, там, но это абсолютно под собой никакой основы не имеет. На самом деле Осетия была, мы его назвали Южная Осетия и Северная Осетия, потому что одна часть находится на северных склонах, да, Кавказского хребта, а другая Осетия находится на южных склонах Кавказского хребта. То есть это чисто было такое географическое разделение, именно территориальное разделение по хребту. Но абсолютно никогда не было, что она как, скажем так, как территориальные единицы, они разные. Такого никогда не было. И мы просто говорим о том, что надо привести все в норму. То есть если Осетия была в составе Российской Федерации как единая Осетия, то почему ее сегодня не надо делать? Имеется ли согласие между всеми партиями Южной Осетии именно в вопросе референдума? Ну, вы знаете, вот все более или менее, скажем так, серьезные партии, которые сегодня зарегистрированы в Республике Южная Осетия, они в той или иной мере, кто-то больше может быть, кто-то меньше, но все говорят о том, что действительно, да, мы разделенный народ, и Осетия должна объединиться в составе российского государства. То есть практически во всех программах, у кого они есть, программы политические, программы партии, у них везде это проходит. То есть все понимают, все политические силы практически, это об этом и заявила в свое время партия Единства, об этом заявляла Коммунистическая партия Республики Южная Осетия. То есть и те партии, которые у нас сегодня есть, они практически все говорят, что да, действительно, надо уже начинать работу и делать, чтобы, значит, процесс объединения, он начал двигаться. И в этом направлении, в принципе, партии, опять-таки, я имею в виду вот серьезные политические силы, которые есть в Южной Осетии, они, в принципе, с этим согласны все. И те, которые понимают, что это для нас, осетин, это жизненно необходимо. А как вы думаете, какая реакция последует от международного сообщества? Они и сегодня говорят, что, в принципе, Южная Осетия оккупирована, да, российскими войсками. То есть из них, из тех сил, которые против вот этого объединения, против того, чтобы осетины и две Осетии объединились, они всегда будут что-то говорить. Конечно, мы абсолютно не ожидаем, что у них мы найдем такое полное понимание. Да? Вот, это было бы удивительно, конечно, и это нереально. То есть те силы, опять-таки, международное сообщество, оно никогда же не говорило о том, что вот, допустим, Осетия на сегодняшний день, допустим, независимое государство. Да? Никто же об этом не говорит. То есть они против этого. Так тут, я думаю, что нам смотреть надо на реакцию народа, которые проживают на территории Южной Осетии и на территории Северной Осетии, Алании. Вот в этом плане мы должны работать и в плане того, что... А то, что скажет, допустим, мировое сообщество, это, в принципе, особой роли для нас, для людей, проживающих на юге и севере Осетии, это огромного значения не будет иметь. Они будут говорить то, что они до сих пор говорят, и, конечно, они будут это отстаивать. Ну и последний вопрос. В своем новогоднем поздравлении страны премьер-министр Грузии также поздравил абхазов и осетин, назвав их в этом обращении братьями. Вот. И говорил также о совместном будущем и, в принципе, о каких-то братских отношениях. Как вы считаете, новое правительство Грузии открыто к диалогу? Не могу отрицать, что оно не готово
к диалогу, без сомнения, но есть определенные политические шаги, которые Грузия, в принципе, должна сделать для того, чтобы вот это, как они говорят, там братские отношения, там соседи, там друзья, товарищи, я не знаю как. Но в этом плане у Южной Осетии, у руководства Южной Осетии есть конкретные предложения. Вот, и эти предложения все знают, в том числе и в Грузии, в том числе и премьер-министр, в том числе и все руководители Грузии об этом знают. Это подписать документ о неприменении силы, вот, признать Южную Осетию. И, конечно же, надо тогда жить в таких теплых, дружеских, соседских отношениях. То есть на равноправных условиях. На равноправных условиях. В этом случае, если вот эти политические шаги будут сделаны, я уверен, что и руководство Южной Осетии, конечно же, пойдет на переговоры, будут общаться, конечно, и на уровне политической составляющей, на уровне экономической составляющей, тогда это необходимо делать, конечно. Но есть наши предложения, есть наши условия, которые, в принципе, Грузия должна выполнить. Почему? Потому что те жертвы, которые Южная Осетия и Осетия в целом, в принципе, перенесли, это просто так пропасть не может. И нам, если скажут, там, ребята, забудьте, что там, ну мы поубивали вас, ну ладно, мы извиняемся, да, вот. Но это не бывает так, правильно? Есть международное право, есть, в этом праве есть определенные требования к воюющим сторонам, обычно бывают. Бывают определенные условия политические, которые должны обсуждаться на уровне не гражданского общества и так там они будут заниматься, там прочее. Но именно в политическом плане должны быть четкие, недвусмысленные шаги со стороны Грузии для того, чтобы южные осетины поняли, что действительно вот вектор как бы отношений к Южной Осетии, к народу Южной Осетии, он изменился. Пока этого не будет, конечно, там и будут поздравлять. Мы помним, там и гуманитарную помощь засылали, там, и все, что они делали, но это абсолютно никакого, скажем так, симметричной какой-то реакции на те проблемы, которые они создали в Южной Осетии, их пока нет.